Здравствуйте, друзья! Меня видно, слышно. Ставьте, пожалуйста, плюс, если меня видно. Раз, два, три. Ребята, так, Павел пишет плюс. Видно, слышно, хорошо. Ребята, стартуем тогда. Так, сегодня нам на каком языке выступать? На русском языке, на якутском? Якутский или русский язык? Так, меня видно, слышно. Я вижу, плюсики поставили. Так, напишите, пожалуйста, в чате, на каком языке нам выступать сегодня. На якутском или на русском? Как удобно вам. Так, русский язык вижу, якутский, ягудский. Так, без разницы. Ну, давайте начнем на русском языке. Ребята, пожалуйста, напишите, из каких вы районов локацию. Якутск, Улусы. Так, Никитина пишет Якутск. Якутск, так, сегодня столица. Лидирует столица наша. Так, ВХВ это Верхний Вилюйск, видимо, да? Вилюйская группа районов. МК это Мегано-Кангалский улус. Якутск, Абыйский. Браво. Так, это наш самый дальний улус на сегодня. Так, ладно, идем дальше. То есть сегодня в вебинаре участвует в большинство из столицы, из города Якутска. Так, давайте начнем с нашей истории, с чего мы начинали и вообще название нашей фирмы, сколько человек у нас работает и ну, наши подходы именно к своей работе. Так, Шишкин дом. Мы назвали свою компанию в честь прадеда, который построил первый бревенчатый дом в Крейскотыле, в Намском районе. Вот, в честь его мы назвали Шишкиным домом. Так, работает у нас в офисе на сегодня. Так, модератор, помогите, пожалуйста, с слайдами. Второй слайд. Так, у нас в компании, первый слайд, пожалуйста. Вот, за год мы построили 42 дома. Это в общей сложности 2138 квадратных метров. Вот, а так 42 дома мы построили, и плюс 16 домов мы завершили отделку. То есть ввели в эксплуатацию. Они переходящие были с прошлого года. То есть мы в прошлом году построили дом, скажем, короб с кровлей, а нынче в этом, ну, за прошлый сезон 2022 мы их запустили, эти дома. Отделка плюс проведение коммуникации. То есть это электроснабжение, водоснабжение, водоотведение вели, водоотведение – это канализация. Так, плюс мы газифицировали, ну вообще подключили дом, и уже в этих домах люди живут. Так, дальше. Так, в офисе у нас, ну офис мы увеличили, то есть у нас было одно помещение, стало 3. Так, и мы сокращали с 3 до 2, зимой сокращали, и сейчас, ой, с 3 мы сокращали до 1, и сейчас уже добавили. То есть мы квадраты свои в офисе на Мосова 18 увеличиваем, то есть набираем новых сотрудников. Так, дальше, пожалуйста, переключите слайд. Так, нас в компании стало больше 32 сотрудника.
Дальше, пожалуйста, листайте. Так, за прошлый год было проконсультировано 1100 человек по строительству дома. То есть здесь у нас идет по записи, то есть короткий номер 25 88 88, звоните или пишите в Инстаграм, ну вообще по любым соцсетям. Сейчас мы в Телеграме находимся, в WhatsApp находимся. Можете через сайт наш заходить, называется Шишкин дом, и пишите свою заявку. То есть я хочу проконсультироваться по строительству дома или по приобретению земельного участка. Пишите в рамках дальневосточной ипотеки или вообще в рамках семейной ипотеки, или ну, вообще в целом. Вот тогда наши менеджера по отдел продаж выходят на вас, или вы сами активно выходите. Назначаете время, дату, приходите и получаете консультацию. У нас много построенных домов. Мы начали деятельность с 2014 года. Деятельность вот сама компания начала. А так активно мы начали на рынок выходить с 2019 года. 19, 20, 21, 22 и вот сейчас на 23 году. Так, за этот период построено нами более 150 домов, и мы сейчас уже уверенно говорим, то, что у нас есть, ну, 2014 года есть опыт, уже в наших построенных домах люди уже давно живут, уже несколько детей родили, скажем так. Вот, с ними мы контактируем, они по вопросам у нас ходят, мы их совместно решаем. Вот. Так, Инстаграм. Ну, у нас несколько, как я сказал, каналов. Это Инстаграм, наш сайт, Телеграм, WhatsApp, ВКонтакте мы есть. Вот по, по этим каналам мы с вами, ну, у нас есть обратная связь с вами. Вот, а так, все равно по последним данным, самый активный канал является это Инстаграм. То есть в Инстаграме у нас на сегодня есть 16 900 наших подписчиков. То есть мы туда публиковали в наш Инстаграм 250 публикаций и более 3000 сторизов в соцсетях. Вот, активно работаем, показываем свои работы, свои планы показываем, делимся своими радостными новостями. В общем, вся жизнь компании «Шишкин дом» можете посмотреть в Инстаграме, нашей странице. Вот, так, идем дальше. Так, ну, с нашей большой наградой является это ваша благодарность. То есть наша духовность нашей компании звучит так. Так, у нас на первой странице было прописано «Вечное наследие коренится в наших зданиях». Так, и мы строим вашу мечту для комфортной жизни. То есть почему именно вот наследие? Ну, я как владелец компании, у меня есть видение, то, что именно мы строим дома для ваших внуков. То есть, значит, этот дом должен быть максимально качественным, комфортным, ну и так далее. Вот. Наша команда старается, и все знают то, что мы не строим дома, а строим наследие. Вот. Именно это наш девиз. И вот именно построен, ну, благодарности наших клиентов, они есть в нашем... У нас есть журнал, журнала строительного сезона. И вот в наших журналах все наши публикации, все наши вот отзывы наших клиентов опубликованы. Вот, мы построили в рамках ДВИ молодым семьям и нашим пожилым клиентам, ну и так далее. В общем, это наша большая награда. Так, вот дома построены у нас в Якутске.
Дом полтораэтажный в Стерхе, построенный из профилированного бруса. Строим из бруса, из профилированного бруса. И вот с позапрошлого года мы начали строить из камня, то есть блочные дома. И плюс начали строить каркасные дома в виде барнхауса. Современные дома с английского. Он развивался именно в Европе как стиль дома барнхаус. Вот и перешел уже и в Россию, и наш надаль сейчас. Вот есть у нас на картине, можете посмотреть, есть одноэтажные дома, двухэтажные дома из бруса. Вот в этом доме уже живут третий сезон, зимует. Так, семья Сергеевых. Так, это наша команда. Так, наша команда, в общем, именно административная составляющая, да, это владельцы, отдел продаж, архитекторы, бухгалтерия, так, наши помощники, плюс есть производственный отдел. В производственном отделе у нас прорабы именно по домам, именно по строительству дома. Есть по строительству фундаментов, отдельный прораб. Есть технадзор и экспедиторы. Экспедиторы – это те люди, которые именно по заявкам прораба привозят строительные материалы на строительную площадку. Вот, так, дальше двигаемся. Так, здесь у нас... у нас по итогам года именно мы благодарим свою команду. Были случаи, что мы направляем их, поощряем поездкой на море. И нынче ребята, вот у нас номинации были первые, вторые, третьи места. А на первое место у нас построили домов на 1000 и более квадратных метров. И они съездили нынче на рыбалку. На рыбалку блогеру Ютуба Вячеславу Бродникову. Клевая рыбалка. Туда съездили, порыбачили, очень довольны приехали. Так, второе место бригада. У нас самая пожилая бригада. Они самые такие советской, скажем так, жилкой. То есть они строят очень качественно и быстро. Вот они заняли второе место и нынче съездили на минеральные воды на Кавказ. То есть полечились, себя показали, имеется в виду части здоровья. И приехали очень довольные. Сейчас уже готовятся к новому сезону. Так, третье место у нас Кирилл Шишкин занял. Он съездил на Рождество в Москву, на рождественскую елку. Вот, у нас бригад сейчас активно работает 12 бригад. Отдельные 3 бригады у нас работают по фундаментам, работали в прошлом году. Так, 2 бригады у нас есть по коммуникациям, то есть это водоснабжение, отведение, как я вам говорил. И самые основные бригады у нас именно по возведению коробов, дома, именно из бруса, кровли, вообще по строительству дома из бруса. Вот таких у нас активных бригад 8 штук. Так, но мы их наращиваем именно в разгар сезона, это летом. То есть мы их даже разбивали в прошлом году, то есть одни по коробу шли, по кровле, и другие по отделке. То есть спортивные, молодые ребята по-быстрому, качественно строят короб дома с кровлей, потом за ними уже вступает другая бригада. То есть по отделке. Монтаж окон, дверей, там кладка кафеля, ламината. Затем после завершения уже наступают по коммуникациям бригады. То есть быстренько они проводят электричество,
монтаж отопления, водоснабжения, водоотведения, и потом в конце газовики подключают, именно проводят внутренние работы, подключают газ-котел и уже запускаем дом. Вот. А так, случаи такие есть у нас, холодные запуски, но мы каждым годом их сокращаем. То есть холодный запуск – это у нас проведение тепла именно в дом в холодное время года. То есть это будет в конец ноября и в декабрь, даже в январе запускали дома. Но холодные запуски, они очень чреваты. То есть фундамент, если он ленточный или монолитный фундамент, они вообще замерзают. И э, именно подавая тепло в дом, если нет, допустим, теплого пола, получить результат теплого пола очень сложно. Этот процесс очень медленно происходит. Вот поэтому и туда образовывается, влажность повышается внутри дома, микроклимат дома, ну и так далее, все последующие случаи. Вот. Так, давайте мы плавненько перейдем к моей теме, именно строительство домов. Строительство домов деревянных из бруса. У нас сегодня мы покажем, какие мы построили дома, именно двухэтажные дома. И я расскажу, какие плюсы двухэтажного дома от одноэтажного. Вот. Так, давайте, ребята, пока подключают слайды, напишем, кто нынче планирует построить двухэтажный дом. Или у вас одноэтажный. Пишем 2 или 1 в чате. Ребята, пишем, кто планирует двухэтажный дом или одноэтажный. Так, Ирина Филиппова хочет двухэтажный дом построить. Так, планируем одноэтажный дом, двухэтажный, одноэтажный, двухэтажные дома, 2 этажа. Зоя Федорова 2 этажа, Мария Маева 2 этажа. Ну вот, ребята, смотрим, да, кто-то хочет одноэтажный дом, кто-то хочет все-таки двухэтажный дом. Здесь, так, слайд, пожалуйста, модераторы. Ребята, помогите. Второй слайд. Вот здесь именно наши брусчатые двухэтажные дома. То есть у нас есть проектировщики, архитекторы. Именно мы проектируем ваш дом, мечты. То есть по вашим эскизам можем проектировать. Именно по размеру и по форме дома. Они разные, видите, да? Какой-то дом с эркером идет, какой-то дом квадратный, прямоугольный. Вот. Но у нас сейчас в тренде в Якутске. У нас вообще наши клиенты очень эстеты, они любят красивые дома. Вот мы воплощаем их мечты. Вот здесь смотрим, ну, основные размеры у нас домов 8 на 8, 2 этажа, это в среднем, но есть исключения 9 на 9, есть на 8 на 12 или 10 на 8 дома, ну, по размерам. Вот здесь, так, дальше, третий слайд. Вот, это наши построенные дома, именно в Якутске. Этот дом мы построили так, семье Захаровым, 7 на 10, с эркером 3, 3,8 на 2. Так, дом, ну, построенный дом на 12 километре Покровского тракта. То есть этот дом введен в эксплуатацию, но они из-за отсутствия газа на Покровском тракте планируется только вот в 2024-2025 годах, да,
они подключили электрокотел. Вот и именно весной, ранней весной у них теплый пол, допустим, они могут переехать туда в конце апреля, скажем так. Ну и с конца апреля и середины апреля, факты потепления атмосферного воздуха, температуры, вот они переезжают уже в свой дом и уже будут жить до конца, ну где-то до октября, до поздней осени. Вот. Так, здесь почему именно выбирать дом? Так, ну, первостепенная причина – это именно сколько соток у вас в земельном участке. Или это 6 соток, или это будет 10 соток, или это будет там 12 и более. Так, чем меньше соток площади, да, земельного участка, люди строят дом, именно пятно дома меньше, а по высоте поднимает. То есть 2 этажа строит, кто-то может трехэтажный дом заказать. Вот. Здесь какие плюсы двухэтажного дома от одноэтажного? Допустим, посмотрим дом, так, 10 на 10 дом. То есть 10 на 10 дом, двухэтажный, или, скажем, 10 на 10 дом одноэтажный. Ой, так, здесь посмотрим, давайте 200 квадратных метров дом. Так, пятно дома, если 200 квадратных метров будет на двухэтажный дом, это будет 100 квадратов. То есть на 100, это будет дом 10 на 10. То есть первый этаж будет составлять 10 на 10, 100 квадратных метров. Второй этаж то же самое будет, 100 квадратных метров, 10 на 10. То есть пятно дома у нас будет 10 на 10, то есть 100 квадратных метров. Фундамент мы строим 10 на 10, то есть дом получится 200 квадратных метров, 2 этажа. А если смотрим одноэтажный дом, то есть 200 квадратных метров, у нас уже пятно дома не будет 10 на 10, а он будет 10 на 20. Ну, образно. Тогда у нас уже пятно дома, он намного 2 раза увеличивается. То есть, если у нас 6 соток земельный участок, и представьте себе, вот именно 200 квадратных метров занимает, из них будет занимать именно пятно дома. Вот исходя из этого, если земельный участок, ну, площадь земельного участка маленький, значит, тогда люди заказывают именно двухэтажный дом. Здесь и по расходам. То есть именно дешевле получится дом построить 10 на 10, 200 квадратных метров, двухэтажный дом. Почему? Потому что у нас самый главный элемент дома – это будет фундамент. То есть у нас подход к фундаменту очень серьезный. Мы именно стараемся строить на монолитном фундаменте, и нынче уже начали 100% подключать уже теплый дом. Теплый дом – это, теплые полы. То есть проводим именно отопление внутри вашего фундамента. То есть он будет под стяжкой. То есть не будет видно, и на практике уже показало вообще как положительные стороны. То есть дом с теплым полом, он намного энергоэффективнее и намного теплее, нежели, допустим, дом отапливается только радиаторами. Вот. Поэтому мы нынче уже всем рекомендуем и настаиваем именно теплые полы. Вот. И до этого я рассказывал именно вот холодные запуски. Именно люди, допустим, у нас... Почему, допустим, запуски холодные получились в предыдущих домах? Потому что именно документальные вопросы не получались решить быстро именно с Сахатранснефтегазе или Якутэнерго. То есть очень поздно. Дома были построены, уже готовы к подключению, но у них не было разрешения именно от газовиков. Или не было разрешения от Якутэнерго. Только из-за этого у нас получались холодные запуски. Вот, а так бы, если, допустим, они решили вопрос, наши клиенты, быстро или подавали бы заранее все необходимые документы,
заявления и так далее, тогда бы решались очень быстро эти вопросы. И не было необходимости именно холодного запуска. Вот, давайте вернемся именно к плюсам двухэтажных домов. Вот мы сказали то, что дешевле будет строить именно двухэтажный дом 200 квадратных метров, нежели 200 квадратных метров одноэтажный дом. Вот именно упирается на фундамент, то есть фундамент будет стоить в 2 раза больше. То есть если монолитный фундамент у нас квадратный метр, у нас нынче 8, да? Квадратный метр на фундамент. Пока прошлогодний. Именно монолитный фундамент. Монолитный 10, ОШП 15. Ага, вот монолитный фундамент у нас квадратный метр, допустим, стоит 10 тысяч. Это будет, если переводить, допустим, в деньгах, вот считаем 100 квадратных метров умножаем на 10, да? Это уже 1 000 000 рублей будет фундамент. Но он будет очень вечный, именно то, что я до этого говорил, именно подход такой, то, что мы строим именно вашим внукам этот дом. То есть фундамент прослужит именно 100 лет. То есть самое главное в доме – это фундамент. Здесь у нас подход именно выбора пятна дома с архитекторами, отсыпка, затем уже возведение именно фундамента. Там у нас подбор именно, тщательный подбор к бетонным узлам, и скрытые работы, армировка и так далее. Здесь очень серьезный подход. Потом и плюс подключили вот нынче именно теплый пол. Теплый пол. Вот. Здесь, допустим, 1 000 000, сказали, да? А если 200 квадратных метров одноэтажный дом, там уже будет в 2 раза больше, то есть 2 миллиона будет на фундамент. Затем мы возводим стены, и второй расход будет на кровлю. То есть, смотрите, 2 этажа 100 квадратных метров, это будет 100 квадратных метров кровли. То есть металлочерепица, ну и там плюс доски на стропилы, на решетку, ну и так далее, и плюс расходники. И смотрим, одноэтажный будет 200 квадратных метров. То есть это уже будет в 2 раза больше, опять же. То есть в 2 раза больше мы будем расходовать именно металлочерепицы, даже водосточной системы больше будем расходовать, ну и все вот именно материалы, строительные материалы именно на кровлю. То есть они будут в 2 раза больше. То есть здесь я говорю то, что именно в деньгах двухэтажный дом будет дешевле, нежели одноэтажный. Здесь плюс еще на фундамент и добавлю то, что именно зависит от рельефа земли. То есть представляете, если земля, допустим, неровная, да, ну таких у нас попадается очень часто именно в Якутске. То есть земля неровная. Вот здесь именно за счет отсыпки мы выравниваем, то есть основание фундамента. Здесь, если у вас, допустим, тоже представляем 100 квадратов или 200 квадратов, на 200 квадратов больше будет расходоваться именно на отсыпку. То есть и большая вероятность, то, что отсыпки больше будет на 200 квадратных метров, и неровностей больше будет. То есть уровень будет от рельефа, допустим, будем поднимать 20 сантиметров на одной стороне, и на 3 сторонах где-то будет 35, 40, ну и так далее. Вот. Намного больше будем расходовать на материалы, на отсыпку. Так, здесь подход именно по фундаментам. Какие у нас были. Но деревянные дома, вот брусчатые, да, деревянные дома, двухэтажные, одноэтажные, вот если строим на монолитном фундаменте, если кто-то захочет, допустим, есть у нас клиенты, и у нас построенные дома, двухэтажные, допустим, каменный дом. Здесь мы представляем, допустим, нагрузку на грунты. То есть или это деревянный дом, 2 этажа, там весит 8 на 8, у нас по расчетам, у нас расчет был именно нагрузка на грунты. Где-то 75 тонн весило. А таким же размером дом, но только каменный, он весит уже больше 200. То есть он 3 раза
больше нагрузки дает на грунты, нежели вот деревянный дом. То есть здесь уже подход другой на каменные дома. В наших условиях вечной мерзлоты, именно вот у нас выбор фундамента происходит после завершения именно изыскательных работ, инженерно-геологических изысканий. То есть здесь у нас есть партнеры, они бурят 10 метров грунты и проверяют именно в лаборатории. В лаборатории именно проверяют температуру, из каких элементов состоит грунты, до скольки метров замерзает именно, ну, вечная мерзлота начинается и так далее. Вот именно исходя из этих заключений мы выбираем тип фундамента на каменный дом. То есть, ну, у нас в нашем случае мы строили на свайных фундаментах. И то есть количество свай, сечение свай и плюс длина свай. То есть у нас были случаи, то что мы 8-метровые сваи на 8-метровых сваях построили. Есть случаи, есть на 6-метровых. Это именно решается экспертами. То есть мы не берем сразу, ой, здесь так, сосед построил двухэтажный дом каменный, так, у него спрашиваем, у тебя какие сваи были, длина свай? Он говорит, 6. О, ништяк, можем построить на 6-метровых. Так не идет. То есть у нас даже практика показывает, вот у нас строили мы дом, ну сейчас уже построенный дом, двухэтажный, деревянный, именно на Сайсарском округе. Это где улица Виктория? Ой, не Виктория, а Винокурова. Вот мы там планировали именно дом построить в рамках ДВИ, дальневосточной ипотеки, и у нас выбор был, на каком фундаменте построить дом. То есть клиенты поначалу, они планировали именно каменный дом построить, двухэтажный, и вот мы именно обратились за помощью именно экспертам, они пробурили и выяснили то, что, ну там по факту в июне месяце там лежала вода. То есть на рельефе земли лежит вода, кругом камыши растут и так далее. Но уже визуально видно то, что это болотистая местность. Но все-таки мы провели изыскание и доказали о том, что, оказывается, это все-таки не болотистая местность. Вода начала скапливаться на их участке, на участке клиентов, именно из-за отсыпки соседей. То есть соседи начали поднимать свои участки, из-за этого весенние талые воды начали собираться именно на участке наших клиентов. И буквально вот там за 5 или там, ну, в пределах до 10 лет именно там образовалось как болото. То есть когда мы бурили, 2 метра прошли, и уже 3-й метр там и дальше вниз уже мы нашли уже песок. То есть доказали о том, что, оказывается, земля была сухая. Только из этих, из-за соседей, скажем так, образовалось болото. Вот, мы там у нас решение приняли, то, что мы построить именно не на сваях, а на фундаменте, на монолитном фундаменте, и провели отсыпку. Тем самым мы, вот если сравнивать, допустим, монолитный фундамент и сравнивать по стоимости именно монолитный фундамент у нас стоит выбор, или стоит выбор, допустим, свайный фундамент, то свайный фундамент по стоимости, по цене на сегодня, он будет намного дороже, чем монолитный. Поэтому тем самым мы, проведя, допустим, вот за 30 тысяч именно бурение, именно экспертизу, мы сэкономили кучу денег своим клиентам. И именно уверенно сейчас с этим заключением люди живут уже в двухэтажном доме, уже зимуют 2-й сезон. То есть там дом стоит нормально, не ходит и так далее. То есть мы там провели сперва дренажную отсыпку из строительного мусора, затем у нас сверху мы отсыпали речным песком, то есть наполнили там, скажем так, отверстие, между нами это дыры, да, затем мы отсыпали кальдиамским песком. Тщательно провели мы планировку,
утрамбовку и уже решили, ну, определили пятно дома, построили дом двухэтажный из профильного бруса. Там уже люди живут. Так, семья большая, живут уже, как я сказал, третий сезон. Вот. Затем у нас именно, если останавливаться на фундаменты домов, у нас были случаи, тоже планировали дом на Сергеляхе, 5-й километр Сергеляхского шоссе, и наши клиенты запланировали там дом построить тоже двухэтажный. То есть я сам выезжал, посмотрел, осматривал дом, и там, везде растут сосны, 5-й километр, представляете, да, где этот магазин, Сергеляхский магазин, вот где поворот, вот оттуда рядом, где-то метров, наверное, 300-400. В общем, мы решили также провести изыскание. Провели изыскание, прошли именно 2 метра, затем у нас началась мерзлота, вечная мерзлота, где-то метр, затем под мерзлотой именно находилась жижа, вода, где-то 1,5 метра, а затем только началась мерзлота. Здесь мы посчитали, именно нужно строить дом, двухэтажный дом, именно на 10-метровых сваях. То есть здесь получалась именно нагрузка по стоимости на фундамент очень большой. Поэтому наши клиенты решили именно построить не каменный дом, а даже не деревянный, а каркасный дом построили. Вот такие случаи есть. Есть случаи у нас возле 10-й километр Сергеляхского шоссе. Это возле ботсада, ботанического сада. Там тоже такая же картина была. Именно рядом дома тоже построены, двухэтажные дома, очень хорошо стоят, но там каменных домов не было, но стоят сейчас до сих пор построенные и в 90-х годах, и в нулевых уже дома брусчатые, двухэтажные дома, они нормально стоят, люди проживают, никаких нареканий нет, то, что дом ходит там и так далее, какие-то уровни, допустим, там неровные там, и так далее. Но мы рядом забурились, там тоже вот такая же картина была. То есть нормально оттайка была 2,5, затем мерзлота начиналась, и под мерзлотой там лежит вода. То есть 2 метра, что ли, именно как будто под пятном дома проходит как будто канал. Но рядом находится не озеро, а болото, то есть и то там отсыпали, и дом построили на этом болоте. И вот мы именно пробурив и именно работав с своими партнерами, экспертами, мы выяснили то, что на этом участке именно на фундамент, именно на свайный фундамент можно потратить очень много денег. То есть здесь выход один. Или, допустим, первый вариант – тратимся на фундамент, то есть там уже 12-метровый фундамент. Но это вообще нецелесообразно тратиться на такие деньги, именно на строение, допустим, двухэтажного дома. Если там, допустим, планировалось бы дом большой, там 5 этажей, 9 там, и так далее, высотки, вот там бы стоило, допустим, тратиться на такие деньги именно на фундамент, на сваи. А на двухэтажный дом сваи будут стоить даже дороже, чем короб и кровля дома. Поэтому здесь целесообразно строить дом, провести именно тщательную отсыпку, именно дренажную отсыпку, и затем только построить дом или на монолите именно деревянный дом. Но желательно даже одноэтажный, чтобы нагрузки меньше было. Вот такие подходы к строительству вашим домам мечты. Так, дальше давайте покажем именно слайды, картинки наших домов, построенных. Вот дом 9/9 с террасой 3/9. Это дом, построенный в прошлом году на Виктории. Виктория – это улица Виктория между улицей Билибина и Сергеляхское шоссе. Вот он дом. Там кстати, у вас есть возможность именно посмотреть, посетить этот дом. То есть как в виде экскурсии. Люди проживают,
и можете, допустим, посмотреть, как дом стоит, тепло ли или холодно, вот именно с панорамными окнами там, и так далее. Были вопросы именно по панорамным окнам, тепло, не тепло, холодно, не холодно и так далее. Именно в этом доме у нас есть возможность, у вас возможность именно посетить в рамках экскурсии. Так, идем дальше. Так, ну здесь вот показывает именно какой был фундамент, именно проект дома, сколько там помещений и так далее. Но размер дома именно зависит, сколько людей будет проживать в этом доме. То есть даже зависит от пола. То есть если дети разнополые, тогда вынуждены уже 2 комнаты спальни нужны. То есть родительская комната плюс 2 спальни ребятишкам, детям. Если однополые, допустим, мальчики, можно даже, если финансы не позволяют, можно, допустим, ограничиться 1 комнатой. То есть в 1 комнате уже будут жить дети. Вот. Этот дом, построенный половиной на Хатамуряхе. Вот дом из профилированного бруса. Построили нашему айтишнику. Вот, идем дальше. Очень большой дом, красивый получился. Здесь очень много комнат. Здесь у них большая семья. Они любят встречаться именно с семьей. Со стороны жены, со стороны мужа. Там очень много людей, поэтому здесь очень просторные были столовая. Здесь со 2 светом еще. Много комнат. 2 санузла, именно санузел на 1 этаже и санитарный узел на 2 этаже. Это туалеты. Туалеты, ванные. Вот. Так, дальше показываем. Так, это тот же дом. Ну, вот такие проекты мы делаем. Именно высоту показываем дома. Здесь высота, допустим, 1 этажа тоже очень важно здесь останавливаться именно на высоте 1 этажа. От высоты 1 этажа зависит именно ступеньки вашей, вашей лестницы. То есть здесь по нормативам по СНИПу именно не выше 17 сантиметров. Именно ступеньки. Тогда будет очень удобно подниматься и спускаться. То есть здесь мы единственный минус двухэтажного дома – это именно 2 на 3, это 6 квадратных метров тратим на лестничную площадку. То есть если дом одноэтажный, без лестницы, да, 2 этажа вынуждены все равно строим лестницу, и на это мы расходуем именно 2 на 3 именно своей площади дома. То есть он будет расходоваться на лестничную площадку. То есть если здесь запланировать, допустим, маленькую площадку, тогда у вас лестница получится очень крутая. То есть и подниматься, спускаться, допустим, не только вам, а пожилым, допустим, родителям, если приедут гости и так далее, и даже будут проживать, будет очень тяжело. Это одно. И второе, допустим, ребятишкам, детям, маленьким детям не рекомендуется именно высота ступенек выше 17 сантиметров. Так, поэтому здесь нашими архитекторами, проектировщиками эти квадраты, именно высота лестницы, ступенек, все рассчитывается. Не только высота, и ширина. Ширина, длина ступенек рассчитывается. То есть в проекте все указывается, и именно по этому проекту строится дом. То есть планирует именно строительство дома наш прораб, а технические работы уже контролирует технадзор. Вот. Есть и авторские надзоры, то есть проектировщики, сам проектировщик выезжает именно на площадке, на строительной площадке с своей проверкой. Именно по размерам помещений, по этим венцам, сколько венцов было запланировано на 1 этаже, на 2 этаже, лестницу. Все это проверяется именно архитектором. Поэтому дом вашей мечты получается один в один к проекту. То есть как мы запроектировали, и перед строительством встречаемся у нас в офисе или как вам удобно, допустим, на строительной площадке, и мы именно на
на последнем, допустим, образце вашего проекта мы утверждаем, согласовываем с вами и утверждаем с подписью и датой на каждом листе. Именно по этому проекту работники, строители строят вам дом, и именно по этому проекту будут контролировать и технадзор, и прораб, и проектировщик. Вот тогда только получится именно один в один дом, именно по вашему проекту. Именно какие-то, может быть, изменения в ходе строительства и так далее. Бывает там, меняют размеры, допустим, размеры бывали у нас, меняли и межкомнатных дверей, размеры меняли именно окон, или даже место расположения меняли в ходе строительства. Это нужно согласовывать все заранее. Или, допустим, площадь помещений. Даже бывало то, что, ой, оказывается, у нас помещение очень большое, размер давайте увеличим или наоборот уменьшим. Вот такие моменты нужно согласовывать заранее все. Вот такие моменты. Идем дальше, ребята, модераторы. Так, нам сегодня помогают наши помощники. Адина, Екатерина. Так, проектами, подключением вебинара и так далее. Вот. Так, это дом, построенный на Покровском тракте. 5,5 на 9 метров с эркером на 2 на 4. Двухэтажный дом. Этот дом был построен очень быстро, буквально за 3 недели, за 3,5, по-моему, недели мы сдали уже под ключ. Без коммуникации сдали именно теплый контур. Фундамент был готовый, залили заранее, монолитный фундамент был. И затем на этом уже бригада, вот сегодня приступила бригада наша топовая, и уже через 3,5 недели они вышли из площадки, из строительной площадки, и уже оставив за собой вот такую красоту. То есть дом двухэтажный, полностью с отделкой, и вот так, идем дальше. Так, ну вот планировка. Планировка дома. Первого этажа, второго этажа. Здесь именно планировка фундамента идет, и именно фасад, высота вот этого дома. Как, на каком высоте будет этот нулевой размер, вот высота 2,7. Это стандартная высота потолка 2 метра 70 сантиметров. Вот. Так, идем дальше. Так, ну это построенный дом 6 на 7 с террасой, с балконом, 6 на 2 на Покровском тракте, на 15 километре Покровского тракта. Мы построили этот дом уже 3 года назад. Построили, люди проживают в этом доме. Так, идем дальше, ребята. Ну, здесь то же самое, и высота, и размеры дома. Так, этот дом нами построенный. Так, дальше листаем. Вот, здесь дом 8 на 8 с эркером получился, 7 на 8 и с эркером метр на 4. Очень красивый дом получился. И вот, ну, таких проектов у нас очень много, и построенных домов, и запроектированных. Поэтому к нам приходите, звоните, короткий номер 22 88 88. Ой, 25 88 20 88. Эти контакты есть в наших именно в Инстаграме есть, в соцсетях, на нашем сайте. Звоните, приходите, мы вас проконсультируем. Именно покажем проекты воочию. Есть у нас даже макеты построенных домов, как они выглядят. И есть возможность даже вот съездить в построенный дом,
именно в рамках экскурсии. А так бывает, вот, допустим, я хочу, допустим, спальную комнату 2 на 3, люди рассчитывают по квартире комнату, а так по факту вот эти 3 на 4, допустим, вот эти квадраты, они на спальную комнату, на частном, ну, в частном доме спальной комнате, они очень маленькие. То есть их можно увеличить и даже увеличить, допустим, площади санитарных узлов. Они бывают совмещенные или раздельные, допустим, да? Унитаз раздельно стоит или совмещенно, допустим, унитаз с ванной или с душевой кабиной. И здесь все рассчитывается, и можете даже вот съездить, как я вам сказал, в рамках экскурсии именно в построенный дом и, как говорится, пощупать, потрогать, понюхать и так далее. И для себя решить именно размер дома, именно по площадям и по количеству даже помещений, и по функциональности, и вообще в целом. То есть нужен ли, допустим, санитарный узел на втором этаже, или, допустим, он нам не нужен, мы будем ходить на первый этаж и так далее. Вот такие вопросы именно решаются у нас в офисе. Так, ребята, давайте. Площадь Ленина. Да, офис у нас находится на Амосова, 18, это площадь Ленина, где банк «Газпромбанк», вход, центральный вход «Газпромбанку», и поднимаетесь. Ну, там у нас есть наши рекламки, то есть нужно подниматься на 5-й этаж. Есть домофон «Шишкин дом», нажимаете, вам откроют менеджера, и уже вы попадете именно в офис строительной компании «Шишкин дом». И вас там именно эксперты со своим знанием, своим опытом и так далее вам расскажут, покажут именно как происходит строительство дома. Так, почему мы именно вот активно выходим на связь со своими клиентами, именно вот организовываем такие вебинары, потому что вот именно исключить холодные запуски домов. То есть заранее все придумать, заранее все запланировать, заранее именно подавать необходимые документы, допустим, и по земельным вопросам, по газу, по электричеству, ну и так далее. То есть наши эксперты все за вас сделают, помогут вам, именно будут находиться, как говорится, 24/7, это 24 часа и 7 дней в неделю. То есть вас будут консультировать до строительства дома. Потом у нас есть гарантийный случай, мы вас сопровождаем все равно 5 лет после строительства, после введения дома. То есть мы все завершили, допустим, по проекту, по договору, или этот дом, допустим, теплый контур, или этот дом с коммуникациями. То есть мы это все в договоре указывается, это все подтверждается с актом проделанных работ, подписываем, допустим, короб с кровлей мы подписали, отделку подписали, плюс коммуникации подписали. Зафиксировано было это 23 год, допустим, май месяц. И оттуда считаем уже 5 лет. То есть мы именно по коробу, по кровле, именно по основным работам мы будем контролировать, ну, именно с вами находиться в течение 5 лет. То есть можете обращаться, и эти вопросы будем решать совместно. Вот, так, у меня по времени, по таймингу и по вопросам завершаю. Давайте в чате, если у вас есть вопросы, задавайте. И в конце, пожалуйста, напишите вот именно, какие вопросы вас будут интересовать в будущем. Вот у нас был именно вебинар запланирован именно участие 4 экспертов в качестве меня, как эксперта, моего партнера Марины Даниловой, и 2 экспертов именно по газоснабжению и по оформлению именно документов в банке. Вот они, к сожалению, сегодня по разным причинам не будут присутствовать, то есть не будут выступать. И поэтому мы планируем именно через неделю вот такой вебинар провести. А так они заранее было согласовано, но на последнем что-то они или постеснялись, или что-то, не знаю, какие-то причины, в общем.
но мы все равно вам найдем именно экспертов по вашим вопросам. Если вам вот до этого это наш четвертый вебинар, да, четвертый Да. вебинар. Именно в первом вебинаре у нас мы приглашали эксперта именно по дереву, по пиломатериалам. Именно главного технолога мы приглашали Алмаса. Именно как нужно, какие именно материалы нужно использовать в строительстве дома. Или это зимняя рубка, летняя рубка. Он тщательно все рассказывал, какие необходимые знания надо иметь именно при строительстве дома. Вот, затем выступали именно по ипотечным продуктам, наши архитекторы выступали, выступали наши прорабы именно по строительству дома и фундамента, ну и прочее. В общем, давайте, ребята, напишите в чате, какие у вас вопросы есть по моему выступлению. Так, чат. Так, здравствуйте. Где можно ознакомиться с расценками срочными? Так, Алгыс, здравствуйте, спасибо за вопрос. Именно по стоимости, по стоимости приобретения земельных участков, по стоимости строительства дома, по коммуникациям, вы можете именно стопроцентный ответ получить в нашем офисе. Офис находится, как я говорил, на Амосова 18, на площади Ленина, центр города. Все автобусы ходят на площадь Ленина, или есть и хорошая парковка есть. Сейчас зимний период, вообще там бывает пусто. Так, Михаил Борисов спрашивает, Иван Петрович, пиломатериал откуда закупаете? Так, Михаил, здравствуйте, спасибо за вопрос. Так, пиломатериалы мы покупаем из Иркутской области, Бурятия, республика. И плюс у нас партнер, именно стратегический партнер у нас на сегодня является Алмаз. То есть у них они являются ЛПК «Алмаз», это лесоперерабатывающая компания, именно самая крупная в нашем регионе. То есть у них деляна находится на границе Ленским районом и Иркутской области. Именно находится в Витиме. То есть материалы мы получим в навигацию от них. И часть получим вот зимником, 500 кубов получаем, плюс около 500 кубов мы получаем как досок, пиломатериалов, они здесь будут пилить на месте в Якутске. То есть с ними у нас уже договора подписаны, и уже вот именно ждем первой партии. Затем у нас именно зимником едут из Иркутска, у нас там есть партнеры именно по профилированным брусам. То есть у нас есть заказы из профилированного бруса, дома должны построить и начать. Вот мы уже возвели фундаменты осенью, и этот фундамент уже как раз позволит нам построить, начать работы именно ранней весной. То есть с марта месяца, там, по факту потепления, температура атмосферного воздуха, мы уже стартуем. То есть и наш материал едет именно из Иркутской области. Именно профилированный, зимняя рубка и именно белого, хорошего качества материал едет на область. Так, Ирина Филиппова задает вопрос, Иван Петрович. Стоимость двухэтажного дома 7/8. Сколько будет? Стоимость, опять же, вот узнаете. У нас сейчас квадратный метр сколько? 50 тысяч. 50 тысяч стоит. Квадратный метр стоит 50 тысяч, это теплый контур. А так, и плюс фундамент. То есть это зависит от фундамента тоже, на каком фундаменте вы будете строить. Или это будет фундамент ленточный будет, или это будет монолитный. То есть мы сами рекомендуем монолитный фундамент. У нас именно как фундамент, он отличается от других застройщиков. Именно как мы исключаем мостик холода и так далее. У нас именно прораб рассказывал вот в предыдущем вебинаре, именно как мы возводим фундаменты. Он у нас сохранен же, да? Да. И я не могу посмотреть вебинар. На нашем YouTube-канале. На нашем YouTube-канале Шишкин дом.
здесь как раз все выступления есть. Мгм. По фундаментам, по разведению стен и так далее. Вот задают вопросы. Так, стоимость вы можете узнать именно на консультации. Поэтому мы приглашаем вас, записывайтесь по короткому номеру 25 88 88. Записывайтесь, назначайте время, и вам подберут время и место именно консультации в нашем офисе. Архитектор. Будут архитекторы и будут именно менеджера ипотечные менеджера по продажам. Иван Петрович, Вам расскажут. Ольга Докторова задает вопрос. Минимальная цена за маленький домик в целях дачи. Так, в целях дачи. Сейчас у нас уже есть много, сейчас более 10 у нас есть уже заявок и договоров на строительство. Поэтому мы решили брать только большие дома, то есть быть полезным своим землякам именно по строительству. Но у нас фокус есть именно строительство домов в рамках дальневосточной ипотеки. Зимние дома. Да, именно круглогодичным пребыванием. То есть это зимние дома, надежные капитальные дома. Вот. Поэтому мы пока исключили именно строительство беседок, летних кухонь, маленьких домов и так далее. Так, дальше Алгыз задает вопрос, Иван Петрович. Таз же тутагы дооден. Таз же во-первых, начали построить дом в стиле Барнхаус, именно Тазджины. Даже Гаотах Пулухтак Джигусайга. Бихеманна Сылай Барамут Юверневич от регионерга. У нас очень много знакомых именно по региону. Иркутская область, Бурятия, Красноярский край, Новосибирск, Питер, Москва, Казань, даже зарубежные страны, Казахстан. Именно вот мы с ними связываемся. Даже есть в Европе, есть в Америке есть строители, с кем мы учились, обучались и контактируем. Вот. И стажировки проходим именно по строительству дома ежегодно в Москве. Вот. Мы брали как раз этот проект у москвичей, у наших знакомых, партнеров, и именно Барнхаус в виде, из камня, каменный дом. Двухэтажный, он построенный у нас есть в Стерхе. Сейчас в данное время проводятся внутренние работы, и иногда делка отраж. Он даже можем организовать экскурсию. То есть дом построенный на сваях. 14 свай, именно мы там, есть у нас заключение, экспертное заключение есть геологических изысканий. Именно определили мы длину этих свай, сечение свай 30 на 30 и количество. Все есть как история. У нас плюсы есть, мы сохраняем историю для строительства дома. То есть все скрытые работы у нас сохраняются. Фото, видео, отчет. То есть, допустим, остановимся тоже Тохае на фундаменте. Вот ленточный фундамент, допустим, для клиента все залитый фундамент бетоном, ленточный фундамент. Не зная, что там внутри. Как проводили армировку, использовали какие, допустим, этих арматур диаметром и хомуты, как проводили именно расстояние хомутов, как усиляли, допустим, углы и так далее. У нас в виде скрытых работ, вот когда мы армировку проводим и фиксируем размер, диагональ и именно привезенные, допустим, наши арматуры использовались ли к работе. Это все фиксируется нашими контролирующими, скажем так, экспертами. Все записывается, фотографируется и полностью видеосъемку проводим. И эта скрытая работа, видеосъемка сохраняется у нас. То есть мы именно своим клиентам передаем именно скрытые работы. То есть потом, после этого только мы заливаем бетоном. Бетоном залили и уже ожидаем, допустим, затвердевания, допустим, этого бетона.
после того только начинаем строительство дома. Мгм. Так, как? Иван Петрович вопрос задает ИИ. Здравствуйте, материалы вы сами приобретаете и перевозите до участка. Так, материалы. У нас есть база своя. Но здесь, допустим, вот есть строительство именно ранней весной. У нас есть варианты, то есть мы вот из Иркутска у нас идут материалы именно на ППРках, на машинах. То есть они, если есть подъездные пути, вот у нас есть на Покровском тракте на 12 километре мы будем строить дом большой, 10 на 7,5 с эркером, плюс с этим с пристроем, 2 этажа полных будем строить на монолитном фундаменте, он уже готов, залитый. И вот туда мы привезем, есть подъездные пути хорошие, туда привезем мы сразу на объект. То есть, где начало строительства, допустим, планируется уже в мае, после возведения, допустим, фундамента, эти материалы у нас будут храняться на нашей базе. То есть у нас там круглосуточно сидит охранник, дед злой с автоматом и собакой, злой собакой и с камерами с 3 сторон охраняется именно материалы. То есть наша база огороженная, сидит охранник с собакой и плюс камера. Мгм. Иван Петрович, Вячеслав Романов задает вопрос. Если строить комбинированный двухэтажный дом, первый этаж каменный, второй этаж брусовый, какой фундамент рекомендуете? Да, но здесь мы рекомендуем, если, допустим, используется камень или используется дом планируется именно на низменных местах или на болотистых местах, именно мы рекомендуем, допустим, тратиться там 35 тысяч именно на изыскание. То есть точно определить грунты, как они себя поведут. Именно взять заключение эксперта и после того только определить тип фундамента. То есть или монолитный фундамент пойдет, или УШП. Ну, как практика показывает, у нас в городе именно вот комбинированные дома или каменные двухэтажные дома строят на УШП-фундаменте. УШП – это утепленная шведская плита. То есть там армировка идет полностью, где плита прикрытия, там идет двойная армировка. И используется именно 12 вот, диаметром арматуры. Иван Петрович, следующий вопрос. Клиент, вот от Ди, вопрос. Клиент может сам выбрать бригаду, хотелось бы попасть к опытным. Но у нас идет по графику. То есть у нас бригады, у нас тщательный отбор бригад. Вот через нас очень много бригад проходит, через наши руки. То есть у нас и ну, с кем-то остались хорошие эти, скажем так, отношения, да. Но есть даже бригады, которым мы показываем, они как субподряд приходят и смотрят наши работы и отказываются. И, ну, с таким этим, то что вот на таком уровне не можем никак построить, поэтому отказываемся. Лучше пойдем там частникам, им будем строить, ну и так далее. Вот у нас бригады все опытные, которые вот сейчас с нами работают, они именно наши почерки и наши требования, они там ну, с полуслов друг друга все понимаем. Уже мы с ними как бы, ну, уже давно работаем, и много было, скажем так, моментов, много было и спорных до этого, много было хороших моментов. И сейчас мы уже общий язык нашли с ними и работаем, трудимся во благо нашей России, республики. Так, следующий вопрос от Алгыса. Теге разницалах болары төлі бүре. Ханнык, будем нейпты. Так, Алгыс кыланы. Фундамент болмойм, да? Тазже тутагы дойденаны. Масче она тазже теге разницалах. Билген холбара алгыска тазде онда мазде разница та улахан болон сөп. Та улахан болар. Маны тоқтан тутулта бар да. Таздега от фасада. Онна от внутренней отделки. Допустим, мага уструстатын фасад на атогох, таттан утепляет давакам просто покраска, грунтовка покраска. И хин бядно сустамна халар. Плюс маздега. Он на блин холбара сына вот это во время ковида был рынок тут без полгода, закуп. До открытия навигации
Бұлырын жекусайга 1 куб, ол өтер 5 штука, 10 астақ 6 метрлях брус, 5 штукада, 35 тыгынчыда. Оны ховара ағас-тағаста бір тәсі ағжыға оны күшүрбе куб барар. Онтон 2 тәстақ болана 4 куб барар. Ол именно тас етті. Онтон исетті, допустим, полубрустара, там, пристенактара, ол зависит именно от проекта түйеварар қас куб. Правда. Білген ховара именно риданы ол сенаттан түйен тұрар сената. Ол ехін туғатай. Ата білген өсті білдебет туға қайдақ болара, бір сенабы түрді тұрар. Ағандағаны бұл за всю историю пиломатериалга, допустим, строительный материалга, материал хланта улхан түспәт. Улхан скачок әнеттен бұл, это во время ковида, темір ханатын дөп біттірі, әміс көрдеттен барандар мировой рынок көрдеп бітті. Оны бейқасы қайрері бода көрдәті, бүтін Россияға өрдәбіті, оны атын дөйділерге барлар өрдәбіті, темір санаты әміске. Онтын үрдән бан бұлырын түспітер иданы, ondan korun sahrayandan durallar. No ondan sonra daha kötü elbetler. Hem bir karada gebet durallar. İki bırgını belirler, iki ağır bırgını, tüet bırgını seni kırıklarına gebet durallar. Ondan pilomaterial gami iki ağır iki dövülür devde. Bu 15 tığınca da Brus'una da ondan emiske defisit bulağı bu da. Böyle hoş bulan kabdarına kamaz. Olin соответственно kanadın dedim biz bitir. Bu 15'ten kovara 35 kilo devde. За сезон. Bir sezon eğer. الباخ строитель, допустим, الدقها مطاق строительлер, самое главное клиенттер, скажем так, пострадали именно үрдән бері бізгер. Олар планировали улахан жені именно 15-ке 17-ға бруспен атылайық біттен улахан жені бұланнан барынар, фактически атылға дейбіттері брустыра жатып бес болған. Же iki төгіл ғанатөрден қалар, соответственно, қачын дейбе планы iki төгіл размерін кетчен қалар. Запланировали ағас-тағастағы 2 дәстағы, қачқай дейбе планар 1 дәстағы. Төнбелдер. Оны уже кырғас пайы қора. Кырғас квартираттан кырғас жағы көхер несілесообразно. Білін чапчикердана кәрәңгі білсін, бұланының кіртірбіт бе тщательно бааран беректире, кепсен беректире, көмөлөһөн беректире, онуттан этеңге хора 2-нче сүрбе 4 жыл саңа жылы бәгат саңа жага тигер кирсөкүт. Алгас мактал дебит. Онна Иван Петрович улустарга тахсагы до. Улустарга билген такарбытыр именно бу зимнен дакатыбыт. Булгутчу, потому что он на чугос тухтарга, улустарга. Мен халас усалдан сол бар хергер. Онда манна именно тухтен. Зимнен дакаханада. Потому что сас такарга уже бадран болар, чалбах ирер хайыр, онна масына hem bir маннык мас открыто барар пупырынан брустар. Онна блекеттен дибен кудук. Бадран болбат, тора тас камыз кадыспен кудук. Билин самый шуй кем вариант билген кыган зимнигинен материал таккан баран, онна сол алжынырдылы хора до апрель мусустар тутуэдылы нутукамат денут тарамат уже келебит. Онна бландамат уже таккара дебут. Заявкалар баллар, именно мен халастар, усалдандар баллар. Алкада хамат мусустар тутуэдылы тутамат келекпи. Уже аны топтуэр бар практикалар. Слайну такавут. Иван Петрович, Шамаева Мария, Вячеслав Романов и Итлахар билигин профилированный брус санаты төһөнү Куба. Профилированный брус хора стандартный бруска жогусага, если билигин рыночная сцена хүрбалта улана, он новистынчынага эвен кевин. Хүрбе дагыстынчы болар. С доставкой өтөт болар. Олар hem bir ол стандартный бруху 10-10-тагы базаттан ылан тиен илжаган профилированияга, ондан тон же тиен алаган. Допустим, строительная площадка. Онда hem bir нагрузкада эбиллер, онда средняя менде хүрбе 9 хүрбагас 30 отут болар от качества бруса. Бег олара поставщиктар бут именно качество бруса тохтанлабыт. Именно те поставщики, которые работают на эксперт, работали. Бо именно ковид не на границах было не бу
события, серия событий это было именно гринслар астр да е. Он именно кинер Европа на туле бутра. То есть кинерга качестволары именно по евростандарту. Он растреляет это бихлявить. Именно кинертен брусловут. А так, конечно, чахна дерельбах брус атылыр компаниялар баллар, но на качествода, конечно, мөлтөх. Улар кинер именно риданы мөлтөх болар, олар ен сыналары чепчики, бир iki тынчанан чепчики олар бегинаттан бакбыт. А так именно лавыт то, что брус должен соответствовать по евростандарту. То есть размера именно вон аста бруслар бахна именно вон аста болтах. А так атын тохтарга ленточный пилороман биллер, он кора вон аңар вон тоғыстақ болар, қандырай тиен вон болар мандык. Онна уже именно топпут ден бочара олар яны қыр. Мұнықтар ганы болбат. Тудатчылар, строительдер именно ребаны көрелер. Ол бұруден әрілер. Мұнықтарын көнілік тахаранлар. Иван Петрович, запись вебинара бар боларду, номер телефона оставляйте внизу, и мы отправим запись вебинара. Сотовый. Да, запись. Эги хавара билин бу регистрациялан келектирей. Бәрин трибунер нөмірін қалдырандар, аттырын қалдырын қалдырандар. Онда эба просто бүгін от вебинар без сохранения этих номеров ведь. Олен эги лучше с вашей стороны активность надо. То есть историю ходу надо бегать. Вебинар как ты пыт, надо бы просто ахпатен. А так бы ага, так бу эги тахатна акрын слогутун он контакты почта атын тахатна беге бу вебинары он предыдущий вебинары бу не на этот вебинар беге. Как говорится, при нем какие-то пыт. Он обидает вопрос Шамаева Мария. Итак, каменный дом ханнык материалтан тутагат состав Якутскайтан алагат тойда билек керамзитовый блок и канаблой барбалит. Ага, каменный дома бияка самый проверенный. Мүмкіндерге қолыры білген керамзитовый блок болыр. Эди керамзитовый блогынан білен қолыры толған дейлер тұтылыралар, дәттер тұталар, утум плюстар. Енді құлған застройщиктер именно керамзитовый блогынан тұтадылар. Биян же блогынан тұтабыд. А так, кис материал газобетон ден бар. Әме пока жугусайга бир застройщик топпуда улахан дени, но бу согуру хеден коддоппутна, начиная из Иркутской области. Иркутская, Москва, тия бар газобетонан талдыр. Но условияра, температурные условия, конечно, глерге бейттен атым было. Бейге условия тембир тыйс было. То есть вечная мерзлота плюс амплитуда температура у нас 100 градусов. Олара минус 6 төгер, кыгын, онна сайын плюс 4 градустаққар. Именно күнге. Олен амплитуда 100 градус болар. Енді условия, допустим, 4 градустаққар. Бейгірді условия, вечная мерзлотаға олен условия табиғи қара олар саға әргер. Олен подход улақ тщательный. Но когда мы приобретаем керамзитовые блоки, именно сертифицированные блоктерлауд. То есть биохаменно есть партнеры, с кем мы работаем, проверенные. Именно блоктерами качественные, сертифицированные блоки. То есть они сертификат все проверяется, вплоть до радиологии проверяется. Состава. То есть кихи дровитер кухана джайохтах. Химическая состава, даже радиологической, вплоть до радионуклеидов проверяется это материал. Но на бегеме подход тут то намечательный подход. Вот тут люди, хора независимо ханның материалдан, он кедруя только хана джайохтах. Ондок. Все, багива. Бу Иван Петрович Слепцова Оксана Итар эхеха же туттарары Ита солжигутын квартира талан чаны же туттары сас примерно хастан же тутутун саалыгыт. Лилия Бурцева Гурибут от Оксаны Слепцовой.
Сөп мақтал, бейт онан переписывали сонна қаяпыте, дон хадюпыт. Онно бейт бұдоққа графикка біле пепете келерек бітен бес. Онно графика кейбікет, онно бұдоқтан хавалары деп средства. Кунтартан или 8 марта енгентен шөдік мандық массовый хавалныға. Но Колумтарден это март месяц. Да, кимеха фундамент нахтар, онна халаналдар. Эхена ховра графика кирен баран, то Колумтартан сағалама тек бұлақатна, эха били бастан фундамент оропыт надо. Ол бидер оклад, че окладын кутопыт надо. Бетонный заводтар. Манна именно, то бетонный заводтар, именно тоқтан майтунлилер, гынан баран әрділілер заводтар ме балылар, но манна именно сергет қайын надо. Қар растынан, сер растынан, манна бастан отсыпкан оробыт. Питно дома ховра проектировщиктар келеңгет бия келеңгет бисехрин надо, именно проектын барып надо. Қанды фундамент бітін, қаста жетен. Ондан уже будем, как говорится, плясать. Именно тип фундамента варых будет, он отсыпка тегеварарен. У нас выезд будет, выезд только именно у Гайбатгер на земельный участок. Определим именно у Гайба көне болдағана отсыпка гаяк барар, соответственно. Қаднері болдағана, қаднері олар болырда, қонқойда, тоқтақ болғанында әлбақ ба отсыпка барар. Оны бардым учитываем. Онда hem bir жегат оннун олугун ховра бихи солтан үрдетебит hem bir. Солтан именно үрдетебит, онно фундамент кутамбыт ниятын тахарабыт. А так фундамент кутахана где-то ымыем брайнтан халаныга. Почему? Потому что кумах карьердара именно, как практика показывает, после майских праздников Ильян Самалдар. Онна все нюансары тоқ болдылар, подъездные пути еще и боқтар надо. Оларға мыйгар уже самай идеяләһәм болар, чалбақтақсар қайыр, онна шөйдік білі тоқ боланы, бадаранақ тоқтақ боланы спецтехникадан кейбәп болар. Атчауна вынужденно уже қойты қалуыд. Үшелік сарқай бұдың кәнді бәсі егер дейі күрдік. Оның моменттарыме балдарды. То есть по графику поставили, допустим, с мая месяца, а фактически нет подъездных путей. То есть там дороги растаяли. То есть как у нас в Якутии нет дорог, да? Есть направление. Вот в ту сторону езжайте. Одно едем, а там не представляется возможным заехать спецтехники. И уже вынужденно только откладывается. А те, которые клиенты, у которых, допустим, подъездные пути есть, там все нормально, нет препятствий, воспрепятствий, тогда мы уже к ним заезжаем. И уже начинаем у них возводить фундаменты и строить дом. Ну, как-то так. Это все мы объясняем, поясняем заранее. Все, спасибо. Так, вопрос тагатиген махтал. Активно тукуттан, он на беха, за доверие. То, что бүгін тағы білеха да тематнан. Спасибо. Здравствуйте, добрый день. Всех с субботним днем. Я вас поздравляю, что вы проводите свой выходной с пользой. Да? Суббота ватан тугалахты катарабыт, она эльбағы білебет, жету тутуар білімнәнәбет. Тоғы биге білеген әрді жету тутугар білімнәне қанады дир балаққа ипотечный сделка, ипотечный процесс ый курдук болар, участок көрдәһенегер неделе, 2 неделе хорар ый болар. Допустим, мәһибәгат болар булакытты участок кытын түргенлик таллакытына биги же проектын сагалыбыт, 3D визуал, расстановка мебели, схема электрики, вплоть до гирлянд, где будет елка стоять, где будут гирлянды висеть, подводку электричества, схему электричества делаем. Также схему водоснабжения, водоотведения делаем, 3D визуал. И поэтому я рекомендую готовиться уже сегодня в феврале. Это уже даже поздно, да?
выбрать участок, купить участок с дисконтом большим, да. Если вы в феврале покупаете участок, он будет дешевле 300-500 тысяч, да. Если вы участок покупаете в разгар сезона, в мае, июне, июле, да, то там участки, соответственно, в сезон повышаются от 300 до 1,5 миллиона. То есть это будет нагрузкой на ваш семейный бюджет, да, поэтому рекомендую заняться домом мечты уже сегодня, да, и подготовительные документы собрать. И сегодняшняя моя тема, как подготовиться к покупке участка, да, и к выбору участка. Значит, как мы вообще подбираем участок? Мы подбираем участок по логистике, по удобству, да, клиенту, по бюджету. Значит, если человек работает в медцентре, мы ему подбираем участок Мир Златовет, птицефабрика, Сергеляхское шоссе, Покровский тракт, Хатасы. Если человек работает в аэропорту, мы ему подбираем Белое озеро, Марха, Сатал, Жетай. Ну, чтобы было удобно, да. Если кто-то работает в Грейсе, мы ему подбираем на Вилюйском тракте, в Трех Соснах. Можно подобрать, так, где еще? В Трех Соснах, Сергеляхское шоссе можно подобрать. В общем, смотрим логистику, да. Также еще, знаете, что нужно смотреть? Наличие остановки. Сколько добираться до остановки? 15 минут, 30 минут, час, да. И, конечно же, кто планирует переезжать в частный дом, вы должны иметь права, потому что плюсы частного дома в том, что у вас будет свой двор, свой дом просторный, да, свой гараж. И можете в гараже бронировать гараж на 2 машины вместе, да. То есть для мужа и для жены. И для удобства, чтобы вы могли по дороге, со своего участка, по дороге детей закинуть, кого-то в школу закинуть, кого-то в детском саду оставить, да. Поэтому, когда выбираете участок, тоже учитывайте, где вы работаете, где вам удобно. Иногда у нас клиенты выбирают участок там, где у них бабушки и дедушки живут, поближе к бабушкам, дедушкам. Тоже утром встали, и надо ехать на работу, и по дороге детей оставили у бабушек, дедушек и поехали покорять мир, да, работать дальше. Также что еще? Мы еще смотрим бюджет, какой запланировала, да, семья. Допустим, всегда спрашиваю, в пределах какой суммы вам подобрать участок. Кто-то покупает дешево сердито за 700 тысяч в Хатасах, да, и ЖС участок, а кто-то хочет за 3 миллиона в черте города. У нас были клиенты, которые купили участок за 5 миллионов в Сергеляхе, да, и искали участок полгода. И, конечно, они купили шикарный участок в Сергеляхе с соснами, с деревьями, где есть подводка газа, электричество, но они решили вот запланировать бюджет 5 миллионов. Кто-то планирует бюджет за 700 тысяч, и в Хатасах то же самое, и он категории индивидуального жилищного строительства, там есть газ, там есть свет, там есть хорошая дорога асфальтированная, да, и можно без пробок доехать до своего участка. Что еще? Так, как подготовиться, да, к строительству дома? Значит, первое, что вы должны сделать, когда вы выбрали участок, вы у продавца участка запрашиваете выписку ЕГРН, да, актуальную на сегодняшнюю дату. Выписку ЕГРН продавец сможет заказать через сайт МФЦ, либо может купить на сайте cadastr.ru за 290-360 рублей. Да? Там есть разные виды. Допустим, за 290 рублей вы
покупаете, покупаете выписку свежую с общей за 360 рублей, вы покупаете выписку ЕГРН с собственниками участка, да. То есть на сайте кадастр.ру идет, как сказать, актуализация через госуслуги. Вы покупаете актуальную выписку на сегодняшний день, выбираете выписку либо с общими данными, либо расширенную выписку, либо выбираете выписку с документами основания. Для чего это нужно? В документах основания у вас будет указаны собственники, сколько собственников участка. Допустим, один супруг или двое супругов, может, дети указаны, да, и вы можете проверить продавца участка. Также как можно проверить продавца участка? Я всегда запрашиваю либо градплан, либо уведомление о планируемом строительстве, да. Если у продавца участка есть уведомление о планируемом строительстве, вы можете спокойно купить этот участок. Это говорит о том, что он пригодный для строительства. Это говорит о том, что вы свои 3, 4, 5, 6, 8, 10 миллионов инвестируете в пригодный участок с категорией индивидуальное жилищное строительство, и у продавца есть уведомление о планируемом строительстве. Если у продавца отсутствует уведомление о планируемом строительстве, вы должны насторожиться, да, и когда будете заключать предварительный договор купли-продажи, попросите агентство по недвижимости вашего брокера, да, риэлтора, чтобы ввели пункт, что продавец обязуется в течение 7-10 рабочих дней вам предоставить уведомление о планируемом строительстве. Так вы обезопасите себя, обезопасите свои 1,5, 2, 3, 4 миллиона, которые вы собираетесь вложить, инвестировать в участок, да. Обязательно слушаете уведомления о планировании, и вносите, если нету, вносите пункт в предварительном договоре купли-продажи. Также, как можно проверить, да. Также еще можете запросить у продавца участка тех условия на электричество. Это вот одностраничный документ Якутскэнерго. Если есть можете по нему а, 10%. Если у вас, допустим, электричество для чего нужно? Чтобы своевременно началось строительство. Да? У нас просто на практике было, что клиент с нами заключил договор, но подключил электроэнергию только он с нами заключил договор в середине лета, а Якутскэнерго к нему приехал только в ноябре месяце. И почему? Потому что у Якутскэнерго в договоре прописано по регламенту ввод электричества в течение года, да? То есть в течение года Якутскэнерго на лайте может к вам приехать, а может и не приехать. А нам надо электричество, чтобы каждую вот эту брусинку построгать красиво, да, и вам возвести красивый дом мечты. Поэтому я рекомендую сегодня заняться планированием дома мечты, заняться поиском участка, в предварительном договоре купли просить, чтобы продавец вам уведомление о планируемом строительстве предоставил, тех условия на электричество предоставил, да, чтобы у вас, допустим, вы сегодня в феврале подали заявку в Якутскэнерго, и хотя бы к вам весной через 2, 3, 4, 5 месяцев Якутскэнерго приехал и подключил к электроэнергии, да. Далее, что еще можно просить у продавца участка? Наличие тех условий на вывод газовой трубы. Допустим, если почему это очень важный вопрос. У нас самый холодный регион в мире, да, у нас минус 50 градусов, поэтому электричество и газификация обязательно вы должны об этом позаботиться, чтобы осенью вы въехали в теплый с отоплением
в дом, да, если вы не подали заявку, если вы не запросили тех условия на свет, не запросили тех условия на газ у продавца, то, скорее всего, осень вы можете встретить в холодном доме, да, потому что у Сахатранснефтегаза также в договоре по регламенту указано, что они вывод газовой трубы вам делают в течение 130 дней. 130 дней — это 4,5 месяца. И вот посчитайте, если вы придете в середине лета, и с июня месяца считайте 130 дней, 4,5 месяца. Это июнь, июль, август, сентябрь и октябрь, да? Середина октября к вам приедет Сахатранснефтегаз, а в октябре у нас уже первый снежок, покров день, уже зима начинается. Поэтому я всем сегодняшним участникам вебинара даю домашнее задание подать заявки в Якутскэнерго, подать заявки в Сахатранснефтегаз, запросить у своих продавцов уведомления о планируемом строительстве, себя обезопасить свои 1,5, 2, 3, 4 миллиона, которые вы инвестируете в свою недвижимость, да. И как еще можно проверить продавца участка? Как я обычно делаю? Я скачиваю в App Store. В айфоне App Store есть приложение ФССП, да, Федеральная служба судебных приставов. Скачиваете вот это приложение зелененькое, да, пишите туда территориальный орган, город Якутск, пишите фамилию, имя, отчество продавца участка и дату рождения продавца. И нажимаете «Найти». Если у продавца долги, если у продавца алименты, он не заплатил налоги, да, он не заплатил налоги, допустим, какие-то земельные налоги, налоги по квартире, налоги за предпринимательство, да, если даже у него долг висит 10 копеек, 10 рублей, то может быть приостановка регистрации участка. Вот у меня так было. У троюродного брата, значит, я помогала ему с участком, и он продавал участок на Покровском тракте с газом, светом, и ему приостановили регистрацию сделки. Да, почему? Потому что у него 10 рублей был долг по предпринимательству. Он не оплатил 10 рублей, и это 10 рублей у вас в госуслугах висит. Да? Домашнее задание тоже зайти в свои госуслуги, посмотреть наличие налогов. Да? Если у вас висит долг земельный, за земельный налог висит долг, допустим, висит за штрафы по машине, да, висит долг еще какой может быть. Ну, там квартирный, земельный, штрафы по машине, то Росреестр, Регпалата, да, она приостановит регистрацию сделки, пока вы не оплатите эти 10 копеек, которые у вас в госуслугах висят, да, как долг. Поэтому домашнее задание тоже зайти в госуслуги, проверить свои долги, оплатить все налоги земельные, оплатить все штрафы, чтобы когда вы захотите купить участок мечты с соснами, с деревьями, зеленый, сухой, высокий, у вас как по маслу прошел договор купли, да, на участок, потому что у нас бывает так, что продавец иногда, ну как сказать, сильно скоростной, он не ждет покупателя. Если продавцу с хорошим участком приходит покупатель с деньгами, с наличными даже, да, или с какими-то более хорошими условиями, да, большой первоначальный взнос, уже одобренная ипотека, да, то иногда продавцы участков берут и продают другому человеку, да. Чтобы такого не было, вы обязательно должны с продавцом участка заключить предварительный договор купли-продажи, да. Мы вам подбираем 30 участков,
Из этих 30 участков вы выбираете 5 хороших участков. Из этих 5 участков мы с вами выезжаем, смотрим, обеспечиваем трансфер. И вы уже, когда один раз посмотрите, вы определите, потому что иногда в объявлениях продавцы пишут: газ, свет, все есть, приезжаешь, по факту газ под землей, по газу нету тех условий, по электричеству у соседа, у него даже тех условий на руках нету, да. То есть есть продавцы участков дисциплинированные, которые подготовили тех условия на свет, подготовили тех условия на газ, подготовили уведомления о планируемом строительстве, да. Такие дисциплинированные продавцы быстро выходят на продажу, и происходит магия, да, покупатель покупает свой участок мечты, а продавец продает свой участок, который планирует, ну, другие цели, да. Поэтому, если вы хотите быстро покупать участки, не терять вот эти участки, у нас иногда бывает, что а, покупатель неподготовленный, без одобрения, да. Без одобрения: давайте сейчас посмотрим участок, у меня нету одобрения, но давайте поездим, да. И пока он получал это одобрение, пока он собирал документы, свидетельства о браке, свидетельство о рождении детей, там 2 НДФЛ, копия трудовой, да, продавец участка взял и продал участок. Он не будет ждать покупателя. Поэтому, чтобы у вас прошло все по маслу, у вас дисциплинированные должны быть не только продавец участка, но и покупатель, чтобы все совпало, и все в регламент уложились. Почему? Потому что, когда вам приходит одобрение, банк вам дает 3 месяца. Почему? Потому что банк высчитал, что чисто физически человек может успеть за 3 месяца собрать документы. Почему? Потому что во всех федеральных органах есть регламенты. Допустим, регистрация участка 9 рабочих дней. Туда прибавляйте 4 выходных. 2 недели уходят на регистрацию, 4 выходных. Чтобы получить тех условия на электричество, у вас уходит сколько? Несколько месяцев, да, вот электричество несколько месяцев идет. Вот, чтобы получить тех условия на газ, у вас вам письмо приходит через 10 рабочих дней и плюс 4 выходные. Через 2 недели вам на e-mail приходит а, письмо о том, чтобы вы получили тех условия, да. И что еще надо учесть? Значит, градплан, заявка на электричество запросить, тех условия, да, у продавца, уведомление о планируемом строительстве запросить у продавца, запросить у продавца тех условия на газ, и можете в предварительном договоре купли указать: в течение 10 рабочих дней просим предоставить тех условия на электричество, тех условия на газификацию, да. Далее, что еще? Есть на сегодняшний день 2 вида газификации: платная и социальная, да. Платная, плюсы в чем? Значит, платно вы сегодня уже можете зайти на сайт Сахатранснефтегаза, подать заявку. На сайте Сахатранснефтегаза выбирайте вкладку «Физлица», выбираете вкладку «Техприсоединение», проходите 4 шага и регистрируете 4 шага. Заполняйте анкетные данные. Это фамилия, имя, отчество, адрес участка, кадастровый номер участка, вот этот длиннющий, да, 14, двоеточие 35, 112, 003, двоеточие 27, 316. Вот этот длиннющий номер вписываете, адрес участка вписываете, и на сайте Сахатранснефтегаза прикрепляете первые 2 листа паспорта, прикрепляете выписку ЕГРН, это если продавец, да, выписку ЕГРН в PDF, да, и нажимаете «Отправить», и совершенно бесплатно, сидя дома, минус 50, вы уже начали готовиться, да, к строительству. И продавец
продаже участка и покупатель к строительству. И, допустим, если у вас уже есть участок, вы можете на сайте Сахатранснефтегаз онлайн подать все документы и готовиться к выводу газовой трубы, чтобы когда мы вам построили дом, в мае залили, там апреле, мае, марте залили фундамент, построили дом, вы за лето его покрасили, проконопатили, и осенью вам сделали вывод газовой трубы, монтаж газ-трубы, монтаж отопления сделали, да? Вот. Поэтому сегодня домашнее задание зайти, у кого есть участок, зайти на сайт Сахатранснефтегаза, выбрать вкладку «Физлица», пройти 4 шага, анкетные данные, прикрепить первые 2 листа паспорта, прикрепить выписку ЕГРН и отправить заявку. И вам через 10 дней придет письмо. Вам сразу на следующий день, кстати, приходит письмо с входящим номером вашего заявления. Через 10 дней вас приглашает Сахатранснефтегаз в окно, там третье, второе, четвертое окно, чтобы вы забрали свои техусловия на газ. Да? И есть 2 вида: платный и бесплатный. Платный плюс в чем? Вы сегодня подаете и в 3 этапа оплачиваете: сначала 20 тысяч, вторая оплата 29 тысяч, третья оплата 9 тысяч. Да? Общая сумма оплаты за газификацию 58 тысяч. И зато вы сегодня в феврале оплатили 58 тысяч, зато вам уже апреле-мае вывод газовой трубы делают. Вот от февраля посчитайте, вы 58 оплатили, и февраль, март, апрель, май. Уже в мае, и июне 4 месяца, 4,5, 130 дней. Уже в середине июня вам вывод газовой трубы сделают. Да? Это вот если вы платно оплатили 58 тысяч. Если вы хотите на бесплатную газификацию на участке, да, то надо будет ждать. Мы вам построили дом, допустим, залили фундамент март, февраль, апрель, март, апрель, май, залили фундамент. И потом, если у вас двухэтажный, 1,5-2 месяца на двухэтажный, если одноэтажный месяц, и в середине лета мы вам закончили дом, да. После этого, после того, как мы вам построили дом в середине лета, заходит бригада электриков, делает монтаж электрики. Через неделю заходит монтажник водоснабжения, делает вам подводку воды на стиральную машину, на раковину кухонный гарнитур, на раковину санузел, подключает 2 насоса, насосы на унитаз, раковину, душевую, стиральную, подключает бойлер для подогрева воды. Да? После монтажника водоснабжения входит монтажник водоотведения. Он подключает, он вам, как сказать, во дворе организовывает, как сказать, ну, яму по-простому, да, и туда устанавливает септик утепленный. Септик мы рекомендуем ставить 8-10-кубовый, да. Почему? Потому что это очень экономно. Он сразу окупается после 1-го года. Если вы ставите маленький септик, вы его откачиваете 2 раза в месяц, 2 раза платите по 2500, то есть в месяц 5000, да, а в год это будет 60 тысяч тратите на маленький септик. Если вы поставили большой септик, 8-10 кубов, вы его откачиваете 1 раз в месяц. И 2500 за год у вас будет 25-30. 2 раза дешевле обойдется вам большой септик в эксплуатации. Он окупится в течение года, да, поэтому я рекомендую ставить 8-10-кубовый септик, да. И вот монтажник водоотведения после 3 бригад, после 4 бригад зашел, вам выкопал яму, установил утепленный септик. В септике будет спутник от отопительной системы, да, чтобы он не промерз. Также утеплит теплотрассу от гаража до дома, да. Также можем установить греющий кабель, чтобы в -50 у вас нигде вот эта труба не промерзла, да. Вот так вот.
Что еще надо, вот по газу, по свету, по документам? Но правоустанавливающие документы какие запрашиваете у продавца? Это, выписку ЕГРН запрашиваете, либо свидетельство, на участок, да. Свидетельство на участок, он старый, желтенький. По новым законам сейчас выдают выписку ЕГРН. Вы его можете скачать кадастр.ру по кадастровому номеру, либо на сайте МФЦ проверить своего продавца. Также что еще? Так. Ам, Значит, это правоподтверждающие документы, да, я вам сказала, выписка ЕГРН, свидетельство. И правоустанавливающие документы основания — это старый договор купли, запрашиваете у продавца, либо запрашиваете договор дарения, либо запрашиваете свидетельство о наследовании, да, на участок, либо правоустанавливающие документы, документы основания — это решение суда. Вот эти 4 документа и проверяете своего продавца. Если, ребята, вы боитесь, купить у незнакомого человека участок, это совершенно нормально. Вы его там третий раз в жизни видите и не хотите ему отдавать свои кровные 1,5–2 миллиона, тогда мы вам предлагаем свою услугу подбора участка. Мы вам подбираем 30 участков, из них вы выбираете 5 сочных, вкусных, мы туда с трансфером выезжаем, смотрим, проверяем все документы, выписку ЕГРН, наличие этих условий на свет, наличие этих условий на газ. Если нету, мы за продавца все это оформляем на сайте Сахатранснефтегаза через госуслуги по его логину, паролю, да, оформляем. Проверяем все правоустанавливающие документы, запрашиваем все паспорта, все сканируем и отправляем в банк. Мы аккредитованы на сегодняшний день во всех ведущих банках России. Мы работаем со Сбербанком, мы работаем с Азиатско-Тихоокеанским банком, мы работаем с Алмаз-Эргенбанком, мы работаем Россельхозбанком, мы работаем с Тинькофф банком и работаем с Почта-банком. Также мы сейчас проходим аккредитацию в Дом РФ. И если вы боитесь, не знаете, продавца, да, мы предлагаем свои услуги проверки участка и безопасной сделки, да, потому что нам тоже важно, чтобы мы построили дом там, где нету красных линий, там, где нету лесоохранных зон, там, где нету приаэродромной зоны, да, там, где нету водоохранной зоны. Потому что у нас на практике было то, что в селе Майя мы даже вот, администрация села Майя выдала разрешение на строительство. Я не знаю, какой специалист там выдавал, но прямо на газовой трубе построили дом. И в результате нам пришлось этот дом, разбирать, и администрация вот Морозову Роману Романовичу выдали новый участок, залили там заново фундамент, и дом разобрали и собрали на новом участке. Понимаете, вот в чем вопрос? Вот эти 3–4 миллиона, которые вложили в дом, его надо разбирать, собирать, если вы или кто-то другой неправильно подготовился к строительству дома мечты. Да, поэтому я рекомендую нас, как сказать, мы будем вашими наставниками, мы будем вашими кураторами, мы вам поможем купить нормальный, хороший участок ИЖС со всеми документами разрешительными, да. Если у продавца нету разрешительных документов, мы за него все делаем. Все заявки на свет, все заявки на газ и его проверяем. Потому что нам тоже надо, чтобы монтаж отопления сделать, чтобы наличие газа, подключить газ-котел к отопительной системе, да, и запустить тепло в доме. Вот. Так, что еще я хотела вам рассказать? Запрашиваем. Допустим, что еще у меня было? Продавец пишет в объявлении: сухой, высокий участок. Я прихожу не одна, я беру с собой кадастрового инженера.
Допустим, пользуюсь услугами Землемер Плюс, Геоградкадастр, беру с собой кадастрового инженера, он со своим аппаратом со мной едет, и мы делаем вынос точек. Потому что продавец, ну, иногда продавцы хитрые, они фоткают красивый зеленый участок, а по факту я с кадастровым инженером делаем вынос точек, 4 точки, да, и выходит, что вот такая горка, да, участок вот на горке, и этот участок прямо на горке вот так вот кривой. В объявлении, когда он продает, да, он прямо красивый, ровный, зеленый, сухой, высокий, да. И это просто картинка. Поэтому я рекомендую, когда вы покупаете участок, с собой возьмите кадастрового инженера Землемер Плюс или Дениса Сергеевича, да, или с Геоградкадастра тоже. Кадастрового инженера заплатите 4000 на вынос точек, да, и покупайте уже с точками, с кадастровыми точками участок, чтобы себя обезопасить, чтобы свои 1,5, 2, 3 миллиона обезопасить, да. Вот так вот я сама лично проверяю участок. Да, у меня так было. Приезжаю, участок на горке, вот так вот кривой. Или вообще он койготурар болар. Допустим, вот так вот какая-то ложбинка, дорога, тут сухой участок, и они вот этой ложбинке, где останавливается вода, селивневые воды, все талые воды весной, да, и там прямо весной там озеро. И летом они, когда вот участок сухой, они его фотают и продают. И надо вот всегда смотреть, выбирать сухие, высокие участки, ребята, проверять, не скупиться. Лучше обратитесь в агентство недвижимости, обратитесь к кадастровым инженерам, да, обратитесь к юристам и проверяйте участок вдоль и поперек. Вдоль и поперек проверяйте, себя обезопасьте, да, и мы тогда на хорошем, пригодном, со всеми правоустанавливающими документами участке построим дом ваш. Вот. Также я еще хотела рассказать про участки, которые с домами, да. Вот у меня на практике было 5 участков со старыми домами покупали. Почему? Потому что в черте города голых участков не осталось. В черте города есть участок только с маленькими маленькими баньками и так далее, да, но у них локация хорошая. Иногда бывает, что и цена хорошая бывает, там 1,5–2 миллиона, да. И я проводила сама лично, вот 5 клиентов покупали участок с маленьким домиком, да, и в чем там загвоздка была? Долго не могли выйти на подписание из-за того, что вот эти маленькие домики имели кадастровые номера, и не один. По старой программе они имели один кадастровый номер. Когда система поменялась, когда ввели цифровизацию, к этой старой хибарке прикрепили второй кадастровый номер. И банк мне говорит: "У 2 кадастровых номера. Так не пойдет". Поэтому мы делали снос по документам с кадастровыми инженерами, да, делаем документальный снос, регистрируем снос в МФЦ. Это занимает 15 рабочих дней и плюс 6 выходных. 21 день уходит на снос старой хибары.
Ребята, продолжаем, да? Значит, небольшая техническая пауза у нас, да, и вот, допустим, когда вы в черте города покупаете участок с маленькой хибаркой 80-х годов, который уже никому не нужен, да, его можно свести документально. Вы пишете землю или географ-кадастр, да, с таким сном, и они документально вам делают сно, старые хибарки 80-х годов, 4 на 4, да, маленькие. И этот документ на снос вы относите в МПЦ, регистрация о сносе длится по регламенту 19 рабочих дней. Туда между ними по 2 выходных 36 дней. 21 день у вас уходит на снос старой хибарки 80-х годов. То есть ипотечная сделка у вас, банк вам дает 3 месяца, из этих 3 месяцев у вас 21 день уйдет на снос этой старой хибарки, да? Потому что, почему? Банк просит, чтобы участок был голый, чистый, без покоя. А в черте города, таких участков, в черте города участки старыми хибарками, бачами, да, которые тоже надо подготовить. И если продавец участка обратится к нему, или даже просто не знает, да, что можно так сделать, вот из вашей ипотечной сделки 21 дней, пожалуйста, уходит только на снос. Плюс там праздники, 23 февраля, 8 марта, майские праздники, 10 дней, да. И вот это все настраивает, а потом тех условия на газ 10 дней, тех условия на свет 10 дней, фонд электричества до года, вот газа 130 дней, 4,5 месяца, да. Поэтому, ребята, домашнее задание, у кого есть участки, сегодня зайдите через группу, подайте уведомление о начале строительства, зайдите на сайт Сахатанских газов, подайте заявку в Сахатанский газ, зайдите на сайт Якутскэнерго, подайте заявку на ввод электричества. На ввод электричества с 1 июля прошлого года цена увеличилась. К сожалению, цены увеличили Якутскэнерго. До прошлого года, до середины года, ввод электричества стоил 100 рублей на новом участке, 500 рублей. Сегодня уже ввод электричества стоит 45 тысяч. Поэтому это очень важно. Ребята, копите денежку. Ввод электричества 45 тысяч стоит в Якутскэнерго, онлайн проверите на сайте через личный кабинет, да? Сахатранспорт вас рекомендует тоже оплатить 58 тысяч и вывод газовой трубы через 130 дней вам в мае и июне сделают. Сегодня не скупитесь, оплачивайте, чтобы вам в мае и июне у вас газовая труба на участке была и ввод электричества. И осень вы уже сидели, пили чай в своем доме мечты, красивом, теплом, вы там все покрасили, мы там запустили тепло, мы там сделали монтаж электрики, и вы довольны 1 сентября встречаете в хорошем, теплом, красивом доме, да? А для этого вы уже сегодня должны подать свои заявки. Вот это по участку, да, какие подготовительные моменты нужны. По перечню документов продавец должен вам выдать паспорта, ну, скан паспортов в PDF, выписку ЕГРН в PDF, либо договор дарения в PDF, либо свидетельство о наследовании в PDF, да. И вот этот предварительный договор купли мы делаем у себя в офисе. Мы приглашаем продавца участка, сканируем все его документы, делаем предварительный договор купли. В предварительном договоре купли указываем все пункты, чтобы он вам принял тех условия на свет, тех условия на газ в течение 10 рабочих дней, чтобы он вам выдал уведомление о комиссионном строительстве. Все пункты ввели, дали задаток, там 30, 50, 100 тысяч продавцов. Все это зафиксировали у нас в офисе, да, чтобы у вас продавец кому-то другому не продал ваши участки, да. И делаем параллельно второй проект договор купли ипотечный. Бывает предварительный договор купли, да, мы фиксируем, мы бронируем участок, бронируем, да. И есть проект договора купли ипотечный, который мы отправляем в банк, отправляем все документы в банк.
ведем согласие банка. А вот эта стандартная процедура, через это проходят все семьи, да, и ну, семьи у нас первый раз строятся, поэтому мы им предлагаем наставничество и кураторство. Мы их наставляем, курируем, да, до новоселья. До новоселья мы вас курируем, плюс у нас есть еще гарантия, да. Гарантия 5 лет. В течение 5 лет у вас будет действовать гарантия на порох и кровлю, на капитальную кровлю, да. И мы в течение 5 лет с вами на связи. Почему? Потому что нам самим интересно, как повел фундамент, как работали теплые полы, как утепленный потолок повел у нас весной, да, были ли печи, не были печи, да, полутораэтажный канал. Если это двухэтажный, как утеплили, как положили фонтан ТС, достаточно ли толщина отбила, да, сколько кубов отбилок еще доложить, довести, досыпать, или 30 сантиметров нормально. Поэтому нам самим интересно постфактум посмотреть, как повел себя дом, да. Поэтому у нас есть гарантия 5 лет, мы вас 5 лет курируем, в течение года мы вас не вставляем до новоселья, да, и в течение 5 лет с вами на связи. Приезжаем, если у вас труба замерзла или сыпик замерз, наш монтажник по гарантии приезжает, вам устраняет, да. Если, допустим, если у вас там с там что-то, где-то что-то происходит, мы вам немножко подкручиваем давление, в отопительной системе уравновешиваем, да, где-то воздух в отопительной системе, вывод воздуха делаем. То есть полностью стараемся помочь нашим землякам, нашим друзьям, потому что они очень маленькие, да, все братья, сестры, братья, сестра, одноклассники, троюродные, двоюродные, семиюродные, да, поэтому мы очень щепетильно относимся к этому вопросу, дотошно, да, дотошно, и предлагаем уже сегодня в феврале сделать 3D-визуал дома, расстановку мебели, схему электрики, вот эти подготовительные моменты предлагаем, да, заранее готовиться. И строительство дома – это не покупка платья или рубашки, да, это целое здание, которое надо заранее запланировать, цветоконный план, стороны света учесть, розы ветров учесть, где у вас как-то свет за забором, да, сильно близко, не сильно близко. Если сильно близко, вы чуть подальше ставите в целях безопасности. Везде мы соблюдаем строительные нормы и правила, да. От дороги, от магистральной дороги 5 метров, от второстепенной дороги 3 метра, от границы участка от соседей 3 метра выдерживаем. Если у соседа каменный дом, у вас деревянный, можно 10 метров, да? Если 2 каменных дома, можно 6 метров. Если деревянный каменный 10, если 2 деревянных, между соседями 15-16 метров тоже. По строительным нормам и правилам. Целях безопасности 16 метров выдерживает от стены. Да? Вот, поэтому приходите к нам в офис. У нас офис находится в центре города, площадь Ленина, Амосова, 18, 5 этаж, кабинет 504. И номер телефона 25 88 88. Мы вас полностью проконсультируем. У нас в офисе 100 проектов. Вы можете полистать эти проекты, посмотреть виды, визуал других клиентов. Плюс мы вам предлагаем экскурсии по построенным домам, чтобы вы походили внутри дома, примерились, пощупали, качество посмотрели, углы, стыки посмотрели, примерились. Да? Вот, поэтому звоните, пишите, приходите, мы на площади Ленина, Амосова, 18, 5 этаж, 504 кабинет. Вот, я всех целую. Вы провели субботний день с пользой и, думаю, узнали много нового, интересного и полезного. Рада была вам полезной и
Хороших выходных, ребята. Ждем вас в понедельник. Всех целую. До свидания.